ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 20 апреля страна отметила Всероссийский день донора. В Ухте на 2018 год людей, добровольно жертвующих компоненты крови, насчитывается 1999. 400 из них пришли на местную станцию переливания крови в 2018 впервые. Попробовать себя в роли донора может любой человек с 18 лет. Ограничения – серьезные хронические заболевания, контакты с заболевшими, инфекции, плохое самочувствие и вес менее 50 кг. Ухтинские медики со станции переливания отмечают, стало приходить много совершеннолетних школьников. Кстати, после 2 донаций человек имеет право на санаторное лечение. Есть и другие бонусы. Все доноры у нас безвозмездно сдают все компоненты крови. Они получают справочку на 2 дня отдыха. Если донор не прошел медицинское обследование, он получает справочку на часы, то есть на день об обследовании она называется. И получает небольшую компенсацию за обед. Сейчас она составляет чуть больше 600 рублей. Еще большими льготами обладают люди со статусом «почетный донор». Для этого нужно сделать 40 кроводач или 60 донаций компонентов. В республике почетных доноров порядка 1500. Однако сдавать цельную кровь можно не чаще 1 раза в 2 месяца, а компоненты 1 раз в месяц. Поэтому для получения статуса почетного донора придется немало потрудиться. За это предусмотрены преференции, например, ежегодная денежная выплата. Сейчас она составляет 14 145. Помимо этого, они имеют право также на санаторно-курортное лечение раз в год, первоочередное, то есть если на предприятии выдаются такие санаторно-курортное лечение, то им положено отпуск в удобное для них время года, то есть они при составлении графика отпусков имеют право выбрать, когда им удобнее отдыхать. И внеочередное лечение в рамках медицинского обслуживания. Ухтинская станция переливания крови работает 1 субботу в месяц. 20 апреля, во Всероссийский день донора, здесь снова открыли двери для посетителей. Акция состоялась под патронажем молодежного совета. Пришло более 120 человек, из них 82 сдали кровь. Ухтинская станция переливания снабжает материалами 6 близлежащих районов. Сотрудники отмечают, динамика хорошая, дефицита крови для переливаний нет.